Центром научного развития мира стала столица исламского халифата, город Багдад. Ученые, философы и исследователи, съезжавшиеся сюда со всего света, собирались вместе в известнейшем доме мудрости, оснащенном обсерваторией и библиотекой, хранившей более 4 миллионов томов. Ученые занимались здесь наукой и исследованиями, стремясь разгадать тайны божественного творения Вселенной. Знания, которые были ниспосланы в Коране, позволили мусульманам достичь величайшего научного прогресса. Божественная мудрость заповедей Корана повелевала мусульманам использовать и изучать опыт, накопленный иными цивилизациями, без каких-либо предубеждений. Европа не имела для себя ни одного университета или культурного центра, который можно было бы показать в те века, тогда как на земле ислама их, укомплектованных экспертами и специалистами во всех областях знания, было большое количество. Работы и научные труды мусульман были полны бесчисленными исследованиями, опытами, экспериментами и наблюдениями. Ученые-мусульмане придавали большое значение астрономическим исследованиям. Надо признать, что современная астрономия родилась из основ, заложенных именно учеными тех времен. Алгебра и тригонометрия также были основаны мусульманскими математиками. Арабы стали основателями повседневной арифметики, познакомили Европу с алгоритмом, десятичной системой исчисления, ввели в научный обиход категорию абсолютного нуля. Мусульманские ученые еще в те времена подсчитали скорость вращения Луны вокруг Земли, составив для этого математические формулы, которыми мир пользуется и по сей день. Величественные архитектурные шедевры во всех странах исламского мира были возведены благодаря развитым основам инженерной науки. Но, пожалуй, самые яркие достижения мусульманских ученых были сделаны в сфере медицины. В те времена европейцы считали болезни проклятиями, насланными на человека злыми духами. В сознании европейцев тогда еще не было понятия лечения и изучения причин болезней. Мусульманские ученые смогли достичь в медицине величайших открытий. Так, к примеру, было установлено, что инфекционные болезни возникают в результате попадания в кровь или организм человека невидимых глазом микробов. Впервые был применен метод изоляции инфицированных людей от здоровых и изучения хода болезни и методов ее лечения через наблюдение за инфицированными больными. Для разных типов больных отделялись специальные палаты и применялись методы научного лечения. Мусульманские врачи научились лечить при помощи психотерапии и музыки некоторые виды душевных расстройств, в то время как европейцы считали душевно больных людей одержимыми злыми духами или слугами дьявола и живьем бросали больных в огонь. Работы мусульманских врачей по изучению анатомии человеческого тела были столь успешны, что многие из их открытий использовались как основы анатомии еще на протяжении 6 веков на факультетах медицины европейских университетов. В учебных заведениях исламского мира обучались как женщины, так и мужчины. Женщины также вносили свой вклад в научные открытия. Известный британский историк и исследователь Терри Джонс, подготовивший для BBC документальный фильм об исламе, рассказывает о высоком научном уровне мусульман в средние века.
Один мусульманский ученый из города Харран впервые произвел расчеты расстояний между Землей и Луной, которые оказались в точности верны. Другой мусульманин написал эссе о ядерных реакциях, в котором говорил, что деление одного атома способно освободить такое количество энергии, что ее будет достаточно для того, чтобы стереть с лица Земли город величиной с Багдад. В 1154 году в Дамаске на медицинском факультете студентов-медиков обучали анатомии, на моделях разъясняли системы кровообращения в организме человека. Мусульманские доктора, изучившие систему кровообращения за несколько веков до европейцев, осматривали больных и ставили диагноз, измеряя при этом частоту пульса. Роды принимались с соблюдением строжайших гигиенических методов того времени. Книги по медицине, использовавшиеся врачами-мусульманами того периода, сохранили рисунки медицинских инструментов, свидетельствующие о высоком развитии хирургии. Мусульманские ученые сделали основополагающее открытие в области офтальмологии, оптики и изучения строения света. Заложили основы для развития фундаментальной науки. Первым ученым, кто детально изучил и описал строение человеческого глаза, был мусульманин Ибн аль-Хайтам. От человеческого глаза, и еще за 1000 лет до начала изучения этой проблемы европейскими врачами успешно проводили операции по удалению катаракты. Именно мусульманские ученые установили, что свет распространяется быстрее звука. Невероятно глубокие изучения структуры света позволили изобрести первые линзы, то есть открыть путь к созданию современных видеокамер. Величайшее научное наследие ислама стало главным источником возрождения, начавшегося в XV веке в Европе.